Экспорт ягод в Кыргызстане планируют довести до $1 миллиарда. Кактус Медиа узнал, что уже сделано и планируется сделать. В последнее время мы видим значительный рост интереса к кыргызским ягодам на международном рынке. Наши фермеры и экспортеры уже достигли определенного успеха. Сегодня мы здесь, чтобы определить, как мы можем удвоить, даже утроить наши усилия для достижения поставленной цели экспорта ягод на сумму $1 миллиард. Когда мы в прошлом году заявили о том, что мы хотим достичь $1 миллиарда экспорта к 2030 году, я думаю, что многие воспринимали это как что-то такое нереальное, нереалистичное. Но вот прошел год, на самом деле, по той динамике роста нашей отрасли, я думаю, что это вполне возможно. Вы это видите. Вы видите то, что повсеместно по всей республике те, которые раньше, например, сажали картошку, они переходят потихонечку на клубнику, на другие ягоды. Те, которые раньше выращивали кукурузу, они тоже потихонечку. Такая у нас по всей республике происходит некая ягодизация, да? То есть у нас очень много ягод формируется. Министерство ставит перед собой решение следующих задач. Первое. Посадочные материалы и инновационные технологии. Внедрение высокопродуктивных сортов и современных технологий производства ягод поможет повысить их качество и увеличить урожайность. I think that this can be done sending academia and young youth to study abroad with the purpose to come back and help in the development of the industry. I think also government have some inputs they can put in terms of grant development and supporting the development of coolers for preparing fruit to export around the world, especially in the near countries. Наш эксперт из Калифорнии, он рассказывал про историю, как в свое время в Чили очень было развито выращивание малины. И они были одними из самых основных экспортеров малины в США. Но через некоторое время Мексика начала тоже развиваться в этом направлении, но из-за того, что Мексика имеет границу с США, за достаточно короткое время мексиканцы забрали долю Чили. И чилийцы, если до этого отправляли в Америку свежую продукцию, потом они полностью перебросили на то, чтобы ее уже только перерабатывать. И вот он говорит о том, что у вас рядом Китай, он совершенно рядом. И вы можете тоже фокусироваться и работать так же, просто фурами отправлять в Китай огромные объемы. Наши фермеры и агрономы знают, это техническая культура. Самую большую потребляют рис, у нас рисовые чеки, рис, потом вот хлопок, сахарная свекла. Но в последнее время вы, наверное, заметили, овощные культуры. Овощные культуры, количество поливов требует увеличения количества поливов. Если техническую культуру 7-8 раз поливать за сезон, а их надо 20-30 раз надо поливать. Фруктовые, клубник, малину, помидоры. И это тоже одна из причин дефицита воды. В зависимости от наличия воды, потом надо планировать структуру посевов.